В 2020 году девушки купили большой участок – 130 гектаров земли в местечке Желвак, недалеко от села Суш. Однако на своей территории они обнаружили застройщиков, которые уже давно поселились здесь. Самозахватчики освобождать земли не торопились. Произошел фактически самозахват территории площадью 11 гектаров. А доводы ответчиков, самозахватчиков, то, что они там с 2010 года построили чабанскую стоянку, и таким образом они хотели за давностью срока легализовать свой самозахват. Но суд установил юридически значимые обстоятельства дела и пресек попытку кадастрового инженера и самозахватчиков за давностью срока захватывать чужую землю, которая находится у моих клиентов в собственности. Айгуль и Диана пытались выяснить, есть ли у самозахватчиков хоть какие-то права на часть их земли. Оказалось, что никаких документов у этих людей нет. За правду мы судились 3-4 года, а наши чиновники за несколько дней может все переделывать. А простой человек борется за правду несколько годов. Обвинения Айгули в адрес чиновников неголословны. Сылды Саюн, кадастровый инженер, во время проведения комплексных кадастровых работ в 2021 году изменил границы земельного участка Айгули Дианы, отрезав от него те самые 11 гектаров, которые были заняты самозахватчиками. Девушки обращались за помощью в администрацию Пихема, районную прокуратуру, подавали иск в районный суд. И только Верховный суд поставил точку в этом деле. Нечистоплотного на руку кадастрового инженера, речь идет о Юн Сылдысе Дураноловиче, директора ООО «Контур», Верховный суд наказал. В 2024 году закончилось гражданское дело о признании комплексных кадастровых работ на территории Пихемского района незаконными. В итоге собственники вернули свои законные 11 гектаров земли. Выписка в руках Дианы – главное доказательство того, что годы судебных тяжб не прошли даром. Теперь девушки – полноправные владелицы своего земельного участка. 4 года судились, и много времени ушло на это. Было трудно, тяжело, но все равно выиграли наш земельный участок. Обратно все вернули. На чабанской стоянке семья Айгули-Кыргыз разводит коров и лошадей. В планах увеличить хозяйство, дальше заниматься животноводством. Теперь, после всех судов, на душе спокойнее. Легче заниматься любимым делом, зная, что участок полностью принадлежит хозяевам. Суд там ижил улам чадак бары хан Верховный синжет тарагашны Верховныйга мелен вазачылар сутташкан сөтүңнөрүндө ол эксперттин шын шип берген түңнөрүндө ол суд база биздин талабыбыз чыгылдыр жагалдар көргөн болуптур. Жаңаштың амал көдүн жонунга хан кайгып турам ол дейм. Челе шын турар, шын деп турар. Ол Павлинский заттонда да кайда да леви ташчылар кайда да ташчыларда малдалар болуп турат. Кайда түзүп бербеңер ол кадастр инженерлер базанда көй даргалар база ай дейдир. Анамда таштып берен жерлерни жаңаштың эки güzeldi эки шадагы жайда сүзүп эчисиңе едир. Жаңалдыран лейдирме жолун. Доказать, что в этом деле замешаны вышестоящие чиновники, с подачи которых было позволено провернуть такую операцию, сложно. Однако много вопросов вызывает комиссия, принимавшая карту-план местечка Желвак, составленную кадастровым инженером Сылдысом Аюном. Надеемся, что эта история станет уроком для всех нас, что за свои права нужно бороться. А редакция 108 канала всегда поможет в этой борьбе. Мария Стручкова, РТН Андар, Культыгина Шина, 108 канал.